Новый день, новые дуэли. Лионель Месси наконец-то забил. Такой футбол на Якутия-24. Я Андрей Погорелов. И мы говорим только о футболе. Рядом со мной гости, эксперты, аналитики Владимир Тордуин и Ярослав Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. Чемпионат начинает поистине набирать обороты. Вчера определились еще 4 участника 1/8 финала. Перуанцы красиво хлопнули дверью, обыграв австралийцев, а лидеры группы С, Дания и Франция, в очной встрече сыграли в ничью и обеспечили себе выход из группы. Более напряженные игры были в другом квартете, и Аргентина и Хорватия в своих матчах на последних минутах сумели вырвать победу. Аргентина вышла в плей-офф и сыграет в 1/8 финала с Францией. Можно ли сказать, что Аргентина наконец-таки все-таки нащупала свою игру? Ну, я считаю, первые игры у них не особо получалось. Потом они, видать, перед игрой всей командой сели с тренером, поговорили, все проблемы решили и сыграли довольно-таки хороший матч. Тоже драматичный по сюжету, но я думаю, они дальше будут прибавлять. Все-таки Аргентина будет гораздо интереснее смотреться в плей-офф, чем Нигерия. Ярослав, ну вот твое мнение относительно Лионеля Месси, насколько ему сложно играть, ведь в каждой игре действительно показывает, что его всегда атакуют 2-3 защитника, да, и в принципе игры, наверное, через него никакой не строится. Может быть, Аргентине стоит поменять какую-то схему игры? Ну, он лидер сборной, и все стараются все равно как-то через него играть. Этот гол даст ему какой-то эмоциональный импульс буквально, и мне кажется, что он раскрепостится и покажет наконец-то игру, от которой от него все ждут. Ну, заслуженно ли Аргентина вообще победила или чего не хватило Нигерии? Ведь Нигерия тоже могла, в принципе, и выйти в 1/8 финала. Аргентина показала, что играть надо все 90 минут. Вот нигерийцы, сравняв счет, может, как-то поверили, что вот уже выход из группы близок. А Аргентина использовала свой момент и вырвала эту путевку в плей-офф. Ну вот, я думаю, что момент, если сказать, неназначенным пенальти в этом матче, да, когда защитник Аргентины, то есть хотел сыграть в прыжке головой, не смог сыграть, мяч попал ему в руку, да, и судья прибег к системе видеоповторов. Ну, в итоге он не рассмотрел, да, здесь нарушение, но наверняка нигерийцы этот момент по-особому как-то рассматривают. Вот по вашему мнению, все-таки были ли основания у арбитра назначить пенальти в данном случае? Ну, такие решения принимает, конечно, главный судья. Вот. Но лично мое мнение, за такое нарушение пенальти не ставится. Тем более второй, ворота одной и той же команды, можно сказать, решающий пенальти. Мне кажется, не должен был, и мало кто поставил бы такой пенальти. Ну, много других примеров, когда в одном и том же матче по 2 пенальти ставит Англия-Панама, в одни ворота 2 пенальти. Вот система видеоповторов, вот опять же, к ней мы все время, каждый день с экспертами говорим о ней. Вот ваше мнение вообще системы видеоповторов, какова она себя, как она зарекомендовала себя вообще на чемпионате, нужна ли она в дальнейшем, не нужна, вот ваше мнение? Ну, на мой взгляд, вот эта система видеоповторов губит сам драматизм футбола. Она сняла какую-то ответственность, с одной стороны, судей. Если раньше судьи должны были все контролировать, все смотреть, то сейчас им оказывается огромная помощь в каких-то моментах в определении офсайдах, в тех же самых пенальти. И система доказывает на этом чемпионате, что количеством пенальти тех же самых, мне кажется, я не сторонник системы видеоповторов. Мне кажется, это губит саму зрелищность футбола. Меня тоже она особо не удовлетворяет, потому что как-то неправильно подходят судьи, потому что они в одном матче абсолютно одинаковые же моменты рассматривают, а ворота другой команды, допустим, точно такой же момент уже не идет смотреть судья. И наоборот. Ну, во многих встречах такое было уже. Ну, вообще сама система, она вызывает определенные какие-то нарекания о том, что ни игроки на поле, ни тренер не могут попросить у судьи, чтобы он посмотрел, потому что за это могут получить желтую карточку. Тогда получается, что только судья решает, смотреть ли ему, либо не смотреть его. Но, как показывает практика, все равно
игроки на поле пытаются давить на судью. Ну, в невероятных случаях получают, правда, желтые карточки. Но, тем не менее, на чемпионате уже сыграно 40 матчей и забито 105 голов. Судьи показали 129 желтых карточек и всего 3 красных карточек. Да? Вот россиянин Сергей Карасев вчера дебютировал на чемпионате как главный арбитр. Он обслуживал матч Австралия-Перу. Вот если говорить в целом о судействе, опять же, может быть, возвращаясь к системе видеоповторов, вот насколько объективно судейство, по вашему мнению, на этом чемпионате? Были ли вот какие-то грубые, может быть, ошибки? Нет, на этом турнире судьи, на удивление, работают очень хорошо, грубых таких нарушений не было. Как-то более-менее объективно судят. Ну а что касается предвзятости, вот менее известным карточки раздают налево-направо, что говорится о Криштиану Роналду, Месси, лишний раз обойдут стороной. На мой взгляд, все равно судейство более-менее объективно. И все равно, вот, говорю, вот эта система ВАР как-то помогает арбитру. Серьезных нарушений в работе арбитров нету. То есть здесь, в принципе, я думаю, что мы пришли вот сегодня к тому, что система ВАР, она портит динамику футбола, нет вот этой вот живости, да, обсуждений после матча, во время матча, да. Но есть плюс в том, что судейские ошибки, в принципе, сводятся к нулю. Можно, в принципе, так сказать, да? Вы согласны вообще с этим? Ну да, назначаются пенальти, которые должны были назначиться, и отменяются пенальти, которые не должны были назначиться. Но моменты вызывают споры, когда в штрафной какая-то борьба идет. Где-то можно судей и упустить эту момент, дать маленько побороться все равно, как бы, чтобы сделать футбол как бы мужским спортом более-менее. Ну вот сегодня игровой день откроют команды группы F. Корея постарается набрать свои первые очки в матче против Германии, а мексиканцы пытаются доказать шведам, что не случайно занимают первое место в группе. Вот в группе Е Сербия встретится с Бразилией, Швеция с Коста-Рикой. Перед стартом чемпионата все в один голос говорили, кто станет конкурировать с Германией в их группе F. Но, как оказалось, чемпионы 2014 года сами могут даже не выйти в 1/8 финала. Вот станет ли встреча Германии с Кореей проходной вообще для немцев? Ваше мнение? Я думаю, нет. Корейцы всегда играли с душой, и они просто так без боя не сдадутся. Я думаю, они смогут хлопнуть дверью вот, и лишить Германию. Ну, прогнозы ваши все-таки. Какой счет будет, кто выиграет в этом матче Германия-Корея? Ну, все-таки фантастически будет, если Корея выиграет, конечно, но тут я более прагматичен, поэтому ставлю на Германию. Ярослав. У корейцев нету никакой мотивации в этом матче, так как они уже не выходят из группы, но они постараются, так же как и перуанцы, наверное, хлопнуть громкой дверью и не пустить Германию в плей-офф. На мой взгляд, Германия должна выигрывать, и она выиграет с минимальным счетом. Ну, по поводу того, что у Кореи нет шансов, я думаю, корейцы бы поспорили с этим, да? Теоретически шансы есть, но, наверное, практически их меньше, да? В этой группе складывается парадоксальная ситуация. Корея, не набравшая пока ни одного очка, в принципе, теоретически, подчеркну, сохраняет шансы выхода в 1/8. Ну, при условии, что они обыграют немцев, Мексика возьмет верх на Швеции, да, и там тогда у нескольких команд будет по 3 очка, и там будут смотреть личные встречи, забитые мячи и, возможно, даже еще желтые карточки, да. Вот ваши прогнозы, кто из этой группы выйдет? Здесь играет у нас Швеция, Мексика, Германия. Я думаю, Германия и Мексика. Мексика с первого, Германия со второго. Ну вот каждая из 3 команд уже в группе Е, это и Бразилия, и Швейцария, и Сербия, понимает, что победа им сегодня гарантирует выход в 1/8 финала. Да? Если говорить о матче Сербия-Бразилия, то в истории в 1987 году, тогда еще молодежная сборная Югославии, да, сенсационно выиграла чемпионат мира среди команд до 20 лет в Чили, а уже в 2015 в Новой Зеландии этот успех повторила ее наследница сборной Сербии. Вот смогут ли сербы развить в матче с бразильцами вот, свое, скажем так, преимущество, наверное, вот именно молодежной сборной? Ведь этот состав, практически пол команды участвует сейчас на этом чемпионате мира. У Сербии, да, действительно подобрался очень хороший состав на этом чемпионате мира, что они доказывают. Я думаю, в этом матче
бразильцам придется очень нелегко. И ну, Бразилия все равно возьмет своего классом, более-менее опытом. Бразильцы здесь выступают в роли фаворитов, поэтому от сербов тоже можно ожидать чего-то такого сенсационного, но я думаю, все-таки Бразилия возьмет свои 3 очка. Ну, костариканцы перед третьим матчем уже потеряли все шансы на выход в 1/8 финала, поэтому, наверное, будут все-таки, вот мы уже об этом сегодня не раз говорили, будут играть раскрепощенно. И стоит ли ждать от этой игры чего-то необычного, что, предположим, мы видели пару днями ранее в матче Испания-Марокко и Португалия-Иран. Сможет ли повториться сценарий? И получится такая ситуация, что в принципе костариканцы сами не выходят, но могут сделать так, что Швейцария не выйдет из группы. Я думаю, что все зависит от решения главного тренера, так как решит ли он выставить самый сильный состав или дать резервистам поиграть. Вот, от этого все будет складываться. Но лично я хочу, чтобы костариканцы обыграли Швейцарию. Ярослав. Я согласен с Владимиром, все зависит от установки главного тренера, как он решит, такой состав и выйдет. Он может дать шанс поиграть игрокам, которые еще не появлялись на этом чемпионате мира, чтобы получить опыт бесценный и почувствовать саму атмосферу мирового первенства. Ну, пожалуй, все-таки больше интереса в этой группе, в группе Е, вызывает матч это Бразилия и Сербия. Вот ваши прогнозы, счет какой будет? Ну, я думаю, 2-1 Бразилия. Бразилия. Я думаю, что бразильцы все равно возьмут свое, так как чемпионат для них складывается очень непросто, ничья и победа. И ну, все равно минимальная победа Бразилии. Ну, как в принципе показывает весь чемпионат, у нас лидеры выигрывают с минимальным счетом. Будет ли это действительно именно так, мы уже узнаем сегодня ночью.